Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. 200 ветеранов получат к 9 мая сертификаты на улучшение жилья. Такое решение было озвучено на заседании Республиканского кабинета министров. Появится ли в Осетии завод по утилизации отходов и что делается для профилактики африканской чумы свиней? На заседании профильной комиссии обсудили проблемные вопросы. Владикавказ готовится к акции «Бессмертный полк». Потомки победителей пройдут в День Победы с портретами героев. Эти и другие темы далее подробно. В правительстве республики сегодня представили отчет об исполнении бюджета за первый квартал этого года. По словам министра финансов Натальи Царевой, за 3 месяца в казну поступил 1 миллиард 688 миллионов рублей. Это налоговые и прочие доходы. Кроме того, с начала года в виде безвозмездных поступлений Северная Осетия получила 3 миллиарда 834 миллиона рублей из федеральной казны. Расходы в основном направлены на образование, здравоохранение и социальную политику. На реализацию госпрограмм понадобилось почти 5 миллиардов рублей. Сегодня же сообщили о том, что около 200 ветеранов и вдов-фронтовиков получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Документы планируют оформить до 9 мая. Кроме того, на заседании принято решение о том, что в здании санаторного детского дома появится садик «Солнышко» на 60 мест. В данном детском доме в настоящее время воспитывается всего лишь 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А в детском доме Хурутен, в который мы планируем перевод этих детей, в настоящее время воспитывается 31 ребенок. Таким образом, мы безболезненно объединим эти два детских дома. При этом дополнительных бюджетных средств на этот процесс не понадобится. И кроме того, все наши кадры, все наши педагоги, которые работают в этих организациях, будут гарантированно трудоустроены. Здесь тоже проблемы не видим. Такой ход позволит решить две проблемы – сократить сразу и количество детских домов в республике, и очередь в садике. Причем планируется, что «Солнышко» станет дошкольным учреждением компенсирующего вида. Это значит, что сюда будут принимать детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым требуется ранняя коррекция. Им будут предоставлены дополнительные услуги психолога, логопеда и других узких специалистов. Будущих воспитанников отберет специальная комиссия. Это будет первый детский сад такого типа в республике. Планируется, что он откроется уже 1 сентября. Яна Гагиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Пожелтевшие письма, выцветшие фотографии, пропитанные слезами и болью простых парней и девушек. В годы Великой Отечественной Северная Осетия отправила на фронт около 90 тысяч человек. Более половины из них не вернулись. Сегодня потомки героев стараются сохранить память о тех, кого уже нет в живых. Фотографии своих близких героев Великой Отечественной войны 9 мая пронесут сотни человек. На сегодняшний день о своем желании участвовать в акции «Бессмертный полк» во Владикавказе заявили уже 150 человек. В честь 70-летия Победы организаторы акции решили, что впереди колонны понесут портрет Иосифа Сталина. Для нас важно, чтобы этот портрет был в руках потомка, в руках наследника. Скажем, вот портрет Иосифа Виссарионовича Сталина, фамилия Дзугаевых определила своего представителя, Руслана Дзугаева, который будет нести этот портрет. И для нас, я еще раз подчеркиваю, важно, чтобы вот эта непрерывная связь поколений, она была всегда. Они, имеющие наибольшее право идти на параде, шли на этом параде, невзирая ни на что во все времена. Верховного главнокомандующего будут сопровождать 3 выдающихся полководца – Иса Аплиев, Георгий Хитагуров и Хаджи Умар Мамсуров. Следом за ними пронесут фотографии 79 героев Советского Союза и 12 полных кавалеров Ордена Славы. Все желающие примкнуть к бессмертному полку и пронести портрет своего предка должны пройти регистрацию. Для этого необходимо связаться с Центром патриотического воспитания молодежи по номеру 70-2036. Необходимо будет указать данные того, кто непосредственно примет участие в параде, и краткую информацию о ветеране. В целях безопасности регистрация участников завершится 30 апреля в 18:00. Желательно, чтобы зарегистрировавшиеся имели представление в том, как нужно участвовать в этой акции. Сейчас я покажу вам формат фотографии, предпочтительно который можно и нужно иметь. Это вот такой формат, не менее А3. Фотография с надписью «Фамилия, имя, отчество». Снизу, если можно, даже вот фон поменять на более яркий по желанию. Указано звание, где служил,
место службы и какие-то заслуги, может быть, кавалер каких-то орденов. В этом году Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» в день 70-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет более чем в 800 городах и поселках России и еще 11 странах мира. Впервые «Бессмертный полк» прошагает по Красной площади. Также в первый раз акция пройдет в Норвегии и Северной Америке. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. В Северной Осетии нет завода по утилизации биологических отходов. В 3 районах республики есть так называемые биотермические ямы, но они не решают все проблемы, а потому вопрос на сегодняшний день остается открытым. Об этом говорили на сегодняшнем заседании профильной правительственной комиссии. В республике принята программа, в рамках которой до 2018 года планируется приобретение мобильной кремационной печи. Также участники дискуссии обсудили вопрос о ситуации с африканской чумой свиней на территории Осетии. О том, что делается в этом направлении, говорил руководитель управления ветеринарии республики Тамерлан Куроев. На сегодняшний день все мероприятия, о которых мы прозвучали в докладе, они проводятся с всеми соответствующими структурами. И я в докладе своем сказал об этом дополнительно, что в этом году нам уже по финансированию по африканской чуме свиней было выделено 610 тысяч. Эти финансовые средства были направлены для приобретения дезинфицирующих средств и инструментария ветеринарии. Каждый год в самый разгар весны на подиум выходят дети. Grand Fashion Event for Kids в очередной раз определит модные тенденции этого сезона для подрастающего поколения. Помочь родителям определиться с выбором одежды для своих чад, а детям выглядеть стильно. Во Дворце культуры Северо-Осетинского госуниверситета в модном дефиле участвуют маленькие джентльмены и будущие леди от 3 до 17 лет. Сегодня проходит самое модное мероприятие весеннего сезона, коллекции «Весна-лето» 2015 года для детей и подростков. Это прекрасное событие, которое позволяет родителям посмотреть на новые тенденции магазинов одежды детской, а также молодежной для подростков. По словам модельера, в нынешнем сезоне актуальны яркие цвета – оранжевый, бирюзовый, желтый. Сохраняется мода на цветочные принты, однако однотонных вещей в коллекциях детской одежды становится больше. Выход на подиум в красивых нарядах доставляет детям большое удовольствие. У подрастающего поколения формируется вкус и чувство стиля. Анна Крылова, мама 2 маленьких моделей, Адели и Александры, говорит, что дети становятся более уверенными в себе, когда выходят на подиум перед многочисленной аудиторией. Мы пришли в эту студию, потому что детки там развиваются, учатся красиво ходить, демонстрировать себя. То есть самооценка получается у ребенка, ребенок знает, как себя вести нужно. В этот вечер было много сюрпризов. Многие зрители получили подарки. В финале показа выступил участник проекта «Голос» Никита Васильев. Ангелина Васильева, Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Прямо сейчас в телескоп видна самая большая планета Солнечной системы – это Юпитер. К телескопу выстроилась очередь. Впервые во Владикавказе прошел вечер тротуарной астрономии. Увидеть планеты и звезды, прикоснуться к тайнам Вселенной помог астроном-любитель Валерий Сабанов. Около 2 лет назад, после просмотра фильма «Чудеса Вселенной», студент медакадемии увлекся небом. Стал читать учебную литературу, а вскоре решил заказать детали и телескоп по схеме Ньютона. Удовольствие это не из дешевых. Несколько месяцев назад со мной связались ребята из центра Арвайден и предложили мне проводить курс лекций и мастер-классов по астрономии. И сейчас уже порядка 2 месяцев мы проводим лекции по астрономии, я провожу лекции по астрономии, то есть где мы рассматриваем различные вопросы и законы движения тела Вселенной, и даже планируем выезды и мастер-классы. В числе тех, кто пришел посмотреть на звезды, художник Таймураз Айларов с дочерью. Всей семьей пришли Рафаиловы. 10-летний Арсен в будущем хочет выбрать профессию, связанную с физикой или астрономией. Мы пришли всей семьей посмотреть на звезды, прикоснуться к великому. Да и давно интересовались звездами, сын давно интересуется. У нас даже телескоп есть попроще дома. Посмотрели Юпитер, посмотрели пока еще вдали. С чем? 4 спутника. С 4 спутниками. 2 сверху и 2 снизу. Валерий Сабанов признает, что самостоятельно изучать астрономию очень сложно, но со всеми, кто пожелает, он готов делиться знаниями и опытом. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.
В Северной Осетии определились самые умные и сообразительные ребята. Завершился очередной уже 14-й чемпионат интеллектуальной игры Brain Ring. Сезон стартовал еще осенью. В играх приняли участие почти 3 десятка команд. Все это время со всеми эрудитами занимались педагоги. Для ребят проводили специальные тренинги. Долгая и упорная работа дала свои результаты. В финалах 2 возрастных категорий в борьбе за первое место сошлись по 4 команды. Решающая битва у школьников завершилась разгромной победой сборной 5-й гимназии «Флейм». Со счетом 7-0 были повержены атланты из 38-й школы. Радость всепоглощающая, каждая клеточка тела чувствуется радость, что мы шли к этому целый год. И я каждую игру боялась, что мы вылетим, что мы не дойдем до финала, что будет момент на вопрос, который мы не сможем ответить. Но мы тут, мы на финале, и мы выиграли. В молодежной лиге борьба в финале получилась более упорной. Победу одержали студенты СОГУ, оставив 2-е место сборной педагогического института. Лучшие команды регионального этапа представят Северную Осетию на федеральных интеллектуальных состязаниях. Тинатин Музашвили, Яна Гагиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Столкновение жестокого рока судьбы и надежды на лучшее будущее может привести к трагедии. Об этом пьеса Альбера Камю «Недоразумение». Труппа Русского театра вновь готовится к премьерному показу. События разворачиваются на постоялом дворе, где остановился богатый путешественник. Хозяйки, мать и дочь, отчаянно желают выбраться из окружающей их серой действительности в солнечный край. Для того, чтобы осуществить мечту, они убивают нового постояльца и прибирают к рукам все ценности. Ни мать, ни сестра не узнают в мужчине родного человека, сына и брата, который 20 лет назад покинул отчий дом. Чтобы жить без бедного моря, нужны немалые деньги. Вот почему нам стоит заняться человеком, который сейчас придет. И если он богат, быть может, моя свобода начнется именно с него. К драматургии экзистенциалистов в Русском театре обращаются не впервые. В течение 6 лет на малой сцене с успехом шел спектакль по пьесе Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями». То, что репертуар театра пополняется спектаклями с такой драматургией, говорит о том, что актеры умеют с ней работать, а проблемы, которые поднимаются на сцене, близки сегодняшнему зрителю. Пьеса о проблеме нравственного выбора. И на наш взгляд, эта проблема остро стоит не только у нас в стране, но и в принципе во всем мире. Вы посмотрите вокруг и поймете, да, что происходит вокруг, как обесценивается человеческая жизнь, во что она превращается и как легко мы порой соглашаемся, да, и идем на сделку с собственной совестью, собственным сердцем, собственным мировоззрением, казалось бы, ради какой-то ерунды. На генеральный прогон спектакля собрались профессионалы, любители театра, начинающие актеры. Но решающее слово за художественным советом. Долгожданная премьера состоится уже сегодня. Анжела Засохова, Залина Кубурова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.